2019 году президент нашей федерации Анвар Насбекович подал заявку на проведение чемпионата мира 4-й дивизион. И в итоге решением исполкома Международной федерации было принято решение провести именно чемпионат мира 4-й дивизион у нас в Кыргызстане, в Бишкеке. Это вообще для хоккея, в общем для спорта, это очень значимое событие, как чемпионат мира. Это впервые проводится именно в игровых видах спорта. Очень много вопросов, почему чемпионат мира, почему так мало команд. Но хоккей у нас другая система. У нас команды делятся на дивизионы. Нету такого, чтобы там, как в футболе, как в волейболе, идет отбор, и какая-то определенная команда играет именно в топ-дивизионе, а у нас хоккей делится на дивизионы. Почему? У всех стран-участниц, именно у всех членов Международной федерации есть шанс сыграть в чемпионате мира. И если он доказывает, что он сильнее, он по ступеньке поднимается по иерархии, по ступеньке чемпионатов мира. У нас 4 дивизиона, 4-й дивизион, 3-й БА, 2-й БА, 1-й БА и топ-дивизион. Так что мы вошли в эту систему как в чемпионатах мира. Надеюсь, с годами уже потихоньку будем подниматься уже на верхнюю ступеньку мира. Никогда не был в третьем? Никогда. Не в третьем. Мы только в этом году именно зашли в систему чемпионатов мира. До этого мы играли именно в Кубках вызова Азии, мы играли в Азиатской лиге, а вот сейчас есть шанс уже сыграть более такими именитыми соперниками, с европейскими соперниками, потому что Федерация хоккея сейчас взяла курс именно на Европу. Нужно расти, нужно прокладывать путь для наших поколений, которые сейчас подрастают. Насколько наша арена готова к этому чемпионату мира? Арена, я думаю, уже арена дней через 2-3 мы уже на 100% будем готовы для принятия чемпионата мира. Арена соответствует стандартам Международной федерации. Все раздевалки с душевыми. Еще раз, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство Бишкек-арена, лицея Бондаря Александра Григорьевича. Все подготовил, все на высшем уровне. Остались кое-какие организационные моменты. Так, в общем, арена готова для принятия чемпионата мира. Жарым жылдық итоговый конгрессте 2019 жылы ушу бизде Кыргызстанда дүйнө чемпионатын өтүүгө деп биз Федерация хоккея президент Анвар Насбекович заявка берген. Анан ошо 2019 жылы чечим кабыл алган Бишкекте ошо дүйнө чемпионатын өтөбүз деп. Анан пандемияга болуп өтпөй калды. Жылы отуруп, буюрса 2022 жылга туш келди. 5 команда катышат. Кыргызстан, Кувейт, Малайзия, Сингапур, Иран. Команда толугу менен буюрса даяр. Аренабыз буюрса толугу менен 1-2 күндө 100% даяр болот. Ошо убакыт менен колдонуп, ошо биздин аренанын жетекчиси Бондар Александр Григорьевичке да ыраазычылык билдирип кетсек, уруксат этсеңиздер билдирип кетейин. Анан биздин федерация, дирекция, департамент, министрлик баарыбыз чогуу жакшы иш болуп атат. Буюрса ошо дүйнө чемпионатын өтүүгө 100% даярбыз десек болот да. Иш-чара марттын 3-нөн 8-ине чейин болот оюндар. Командалар 2 учуп келет, 9 учуп кетет. Билесиздер, коноктор келген тат, дүйнө федерациясынын президенти Люк Тардив келген тат, Белоруссия федерациясынын президенти, Германия федерациясынын, Чехия федерациясынын президенттери, анан Россия федерациясынын президенти Тричак Александр Александрович. Даярдыктар дирекциянын олимпиадалык оюндардын түрүнүн дирекциясынын календардык план боюнча курама команда 13 февралда даярдык баштаган.
команда буюрса 100% келчү оюнчулар менен толукталды. Уже 13 февралдан бери даярдык болуп атат. Баары базада, гостиницага жатып атышат. Машыгуулар күндө 2 жолу болуп атат. Машыктыруучулар Россия Федерациясынан өтө тажрыйбалуу машыктыруучулар. Анан буюрса эми ойлойм, ошо дүйнө чемпионатында биздин балдар бир жакшы оюн көрсөтүп, биздин күйөрмандарды, Кыргызстандын желеңи биз күйөрмандарды бир жакшы оюн көрсөтүп сүйүнтөт деп. Командада ушу эл аралык эмеси боюнча, положение боюнча 18 оюнчу, 2 дарбазачы. Анан 6 тренерский штаб, машыктыруучулар штаб. Ошо менен бир команда 26 киши. Болотбеков Эльзар Болотбекович, Кыргыз Республикасынын хоккей федерациясынын вице-президенти. Вначале можете представить имя, фамилия? Меня зовут Исманов Султан, являюсь членом национальной сборной Казахстана по хоккею шайбой. Со скольки лет занимаетесь? Я занимаюсь 5 лет с детства. И вот на чемпионате, подготовке, как проходят тренировки, расписание? Подготовка хорошая, тренировки у нас каждый день по 2 раза лед, сухая тренажерка. Готовимся очень хорошо, устаем, но каждый раз силы приходят. В целом у нас расписание очень занятое. То есть время со скольки? С утра с 8:30 до 11:30 ночи. И вот ваши ощущения от тренера, надеетесь на победу? Конечно, надеемся на победу, потому что мы играем дома, нам нельзя проигрывать, только победа. Хотите сказать, напутственные слова свои? Ну, я желаю своим хоккеистам, друзьям, чтобы мы нормально сыграли, одержали победу, ведь это чемпионат мира, это все серьезно, это серьезные темы, и надеюсь, мы выиграем, и мы уверены в этом. Вы до этого где играли? Как идет подготовка? Я сам вообще играю с 5 лет, с детства. Менің атым Исманов Султан. Өзім 5 жаштан бері қатышам хоккейден. Өзім кішкентай кезден эле спортқа жақын болчумун. Машыгуу жакшы, күн сайын 2 жолу муз айынчасы, жана 1 жолу күндө тренажерка. Саат 8:30 баштап түнкү 11-ге чейин тренировка кылабыз, уктайбыз, эс алабыз. Күн сайын күч менен машыгабыз. Жеңишке жеткенге канчалык даярдыктар? Даярдыктар аябай жакшы. Жеңишке 100% деп айтсак болот. Бул деген жеңиштен биздики болуш керек. Анткени биз өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн шаарыбызда ойноп жатабыз. Сначала представишься, а потом сколько играешь, где играешь и готовность к чемпионату. Меня зовут Артем, я играю в национальной сборной Кыргызстана по хоккею. Также мы играем на чемпионате Кыргызстана внутри страны. Играю за хоккейный клуб «Дордой». Идет сейчас подготовка к чемпионату мира достаточно на большом профессиональном уровне. Работают с нами большие профессионалы, идет профессионализм от руководства. Ну и игроки также выполняют все профессионализма. В раздевалке идет все очень, работают все очень много и на тренировках, и за пределами льда. Готовимся, все на высшем уровне, ни на что не жалуемся. Все у нас идет своим чередом. Также большое спасибо тренерам, которые с нами с самого утра до позднего вечера. Каждый день мы разбираем игры, тренировки, и тренируемся максимально серьезно готовимся к турниру. Можете фамилию? Горобец Артем Игоревич.